О самых заметных событиях среды 19 апреля вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах дня. Отдохнуть и научиться новому. Защитники Родины во время отпуска смогут бесплатно пройти курс оператора беспилотного летательного аппарата. Место, где можно пройти все обследования. Единый центр отбора на военную службу по контракту работает в санатории «Абырал». Помочь может каждый. На станции переливания крови продолжается неделя, посвященная Национальному дню донора в России. «Алмаз» готовится к началу строительного сезона. В этом году крупнейшее лесопромышленное предприятие планирует увеличить объемы производства. Российские биатлонисты продлили сезон тренировок. Группу спортсменов в Алдан привез заслуженный тренер Юрий Каминский, который на этот раз сам встал на лыжи. Опорные пункты Якутии продолжают свою работу на территориях вблизи зоны проведения специальной военной операции. Практически ежедневно поступает гуманитарная помощь от республики. Предприятия и простые граждане отправляют бойцам на передовую товары первой необходимости. Средства гигиены, продукты питания, носки, одежду и многое другое. В самом пункте сотрудники формируют индивидуальные наборы для военнослужащих. Кроме этого, в посылку обязательно вкладывают письмо или рисунки от якутских школьников. На данный момент посылки в первую очередь отправляют бойцам на передовой. Сегодня приехали, получили гуманитарную помощь с нашей большой земли, Республики Саха-Якутия. Конкретно с районов, именные посылки. Получается, есть у нас центр, куда мы оставляем заявки, то, что нам необходимо. По этим заявкам по возможности отработала родная республика, родной Улус. Всем спасибо, все получили. Получил себе, и товарищи, которые на работе не могли приехать, за них тоже забрал. Все, теплая поддержка чувствуется от вас. Единый центр отбора на военную службу по контракту работает в санатории «Абырал». Центр открыт для удобства. В нем кандидаты могут пройти собеседование и полный цикл необходимого медосмотра в одном месте. Для жителей районов также предусмотрено пребывание в санатории. Для этого обустроены отдельные комнаты. Подробнее расскажет мой коллега Юрий Осипов. Для прохождения военной службы по контракту рассматриваются кандидаты от 18 до 59 лет. Однако в отдельных случаях учитываются и граждане до 65. Это зависит от желания самого кандидата. Желающие поступить на военную службу должны иметь не ниже 9 классов среднего образования и категорию годности к военной службе А или Б. Пока проходят отборочные мероприятия, люди готовят документы, формируем личные дела, снимаем копии документов для личных дел. И в течение дня, получается, отборочные мероприятия проходят, и документы направляются в пункт отбора на Чапалова 23. Здесь мы формируем их проект приказа по желанию кандидата, в какую часть он желает уехать и на какую должность, и мы подаем его в приказ. В одном месте кандидаты могут пройти всех нужных врачей – окулиста, хирурга, невролога, лора и терапевта. Здесь же на месте они сдают анализы и ФЛГ. Для этого есть все необходимое оборудование и даже передвижной мобильный флюорографический кабинет на базе автобуса ПАС. Организовано очень хорошие рабочие места. Все медицинское оборудование тут у нас на местах. И с подключением интернета наши врачи работают в нашей медицинской информационной системе. На каждого кандидата заполняется карта медицинского осмотра. Все это потом у терапевта, врача сводится, и пакет документов с результатами обследования полностью передается на военно-врачебную комиссию. Здесь для кандидатов созданы все условия, чтобы прохождение медосмотра было максимально комфортным. И более того, тех, кто приезжает из других районов, встречают в аэропорту и довозят прямиком до центра. Претенденты, прошедшие отбор, также доставляются до аэропорта. Сами кандидаты отмечают быстроту и удобство централизованного формата отбора. Здесь прям вообще очень все в одном месте, и специалисты такие прям доброжелательные. Анализы, там все это очень быстро. Это понятно, для удобства, для ускорения всего этого. Это очень удобно.
Как сообщили медики, весь осмотр занимает от 1 до 2 дней. Открытие центра позволило существенно ускорить процесс отбора кандидатов. Центр работает чуть больше месяца, но за это время через него уже прошли порядка 80 кандидатов. Юрий Осипов, Василий Сафронов, Григорий Охлопков, Якутск. Также защитники Родины, приехавшие в Якутию из зоны специальной военной операции во время отпуска, смогут бесплатно пройти курс оператора беспилотного летательного аппарата. Курс ориентирован на практические аспекты и решение реальных задач. Подробности у нашего корреспондента. Один курс занятий по обучению беспилотными летательными аппаратами длится 2 недели. После изучения теории операторы переходят к практической части. Они тренируют подъем и посадку, полеты на дальние расстояния и оттачивают различные элементы пилотирования. Курс нацелен на освоение беспилотного летательного аппарата в кратчайшие сроки и ориентирован на практические применения реальных задач. Практическая часть обучения проходит в полигоне совместно с опытными инструкторами. Центр начал работу в декабре 2022 года. За этот период обучение прошло больше 100 человек. Первыми курсы окончили бойцы добровольческого отряда «Ботур», сотрудники МВД и Росгвардии. Обучение у нас состоит из 2 частей. Это сначала теория. Курсанты обучают технические характеристики квадрокоптеров, дронов. Обязательно изучают законодательство касаемо использования беспилотников. И затем у нас практическая часть, это уже полеты, непосредственный полет. И гарантируем, что за короткое время они получат твердые навыки управления беспилотниками. В ближайшем будущем использование беспилотных летательных аппаратов станет обязательной технологией для многих отраслей экономики. До 2025 года Центр планирует выпустить более 1000 квалифицированных операторов информационных систем для народного хозяйства Якутии и страны. Лена Андреева, Георгий Григорьев, Якутск. Идем далее. Завершился первый день 43-й очередной сессии Государственного собрания Илтумен 6-го созыва. В начале парламентарии заслушали ежегодные отчеты и доклады по различным направлениям. Рассмотрели итоги деятельности уполномоченного по правам человека и уполномоченного по защите прав предпринимателей республики, итоги работы Управления юстиции Российской Федерации по Якутии, а также Счетной палаты за прошлый год. Всего народные депутаты рассмотрят 58 вопросов. Те законы в республике, которые необходимо принять для того, чтобы поддержать предпринимателей. Их порядка 5-6. Будем работать над ними уже в 7-м созыве, следующий созыв депутатов. По Счетной палате тоже у нас все-таки Счетная палата новый созыв, 2 года работает. Они вышли, я считаю, на новый уровень. Уже аналитика появилась и более такие качественные отчеты прошли. И я считаю, что контрольные функции парламента надо усиливать. И все-таки в 7-м созыве я озвучил это предложение. Контрольный комитет и Счетная палата должны работать в взаимодействии и сделать такой действенный механизм парламентского контроля в Республике Саха-Якутия. О подготовке к пропуску паводка рассказали на открытой пресс-конференции. На интересующие журналистов вопросы отвечала комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством главы Якутии Айсена Николаева. Озвучено, что вскрытие рек на территории республики ожидают раньше сроков на 1-3 суток. В 1-й или 2-й декаде мая ожидается вскрытие рек Лена, Вилю и Алдан. В районных службах спасения проведены командно-штабные учения. Организуют 189 гидрологических постов. Под угрозой затопления 123 населенных пункта в 24 районах. На обеспечение безопасности во время паводка выделено 190 миллионов рублей. 76 из них из федерального бюджета. Продолжаются превентивные работы. Есть ряд муниципальных образований, которые еще ведут работу по ревизии гидротехнических сооружений и ведут работу по подготовке тех же мест отгона скота, пункта временного размещения. И есть, глава проявил тревогу по малым рекам и по муниципальным образованиям, где есть вновь избранные главы. И дал поручение, чтобы мы усилили их со своей стороны. Также дал поручение кураторам районов от правительства, чтобы в момент они своевременно командировались.
В Якутске тем временем усиленно откачивают талые воды. Дмитрий Садовников также провел совещание по ликвидации последствий подтопления в столице. Как информировали в мэрии, силами муниципального предприятия «Жилкомсервис» и подрядными организациями с улично-дорожной сети города откачано свыше 2500 кубометров талых вод. Откачкой воды с заниженных мест ежедневно заняты 47 ассенизаторских машин. Планируют увеличить их число до 80. Кроме того, на совещании руководители территориальных органов управления доложили об откачке талых вод на своих территориях. На сегодняшний момент у нас вышло 25 СМ. Это только силами Жилкомсервиса. План у нас сегодня откачать 2000 кубов. А также территориальные органы управления у нас привлекли свыше 20 техник единиц. Также задействовано у нас где-то около 110 мотопомп и 80 электронасосов. Также план откачки около 5000 кубов. То есть в целом мы хотим откачать свыше 7000 кубов. Нерюнгри считается одним из ухоженных городов Якутии, но не ко всем домам можно применить такое определение. Разрисованные подъезды, варварское отношение к общедомовому имуществу, мусор, раскиданный мимо мусорных клапанов или оставленный старый диван возле подъезда. Все это можно наблюдать ежедневно. Тамара Игнатьева продолжит тему. Неоднократно ставили кодовые замки, последний просто залили клеем. Просто все было залито клеем, убрали. Доводчик сломали, установили мы пружину. Вечный спор между собственниками и управляющими компаниями. Кто виноват? Коммунальщики взывают к совести собственников жилья. Те уверяют, что раз они платят УК, то чистоту должны обеспечивать они. Кто в подъезде уборщицы, а кто еще? Сами жильцы должны поддерживать чистоту. Это же их дом. Своих жильцов. Сами должны наблюдать за чистотой. У нас ТСЖ хорошо убирают. Ну и жильцы, конечно, должны тоже соблюдать чистоту. Собачек своих контролировать. Если это ТСЖ, они отвечают за это. Хотя мусорная реформа вот уже несколько лет в разгаре, вопросы пока остаются. Одним из них является вывоз крупногабаритного и строительного мусора. К крупногабаритным отходам отнесены твердые коммунальные отходы таких размеров, при которых их невозможно поместить в контейнерах. Например, мебель или крупная бытовая техника. Размеры таких предметов превышают полметра в высоту, ширину и длину. Вывоз крупногабаритных отходов относится к зоне ответственности регионального оператора, и расходы эти включены в тариф. Соответственно, мы занимаемся этим, вывозим по заявкам потребителей. В летний период у нас после заявки мы в течение 7 дней осуществляем вывоз, в зимний период после заявки, поступления заявки в 10-дневный срок. Если кто-то из жителей в многоквартирном доме затеял ремонт, то он не имеет права вынести и разместить образовавшийся строительный мусор на контейнерной площадке. Он обязан сам или через управляющую организацию связаться с компанией, которая вывозит отходы, и заключить с ней договор на вывоз мусора. Чаще всего это куски колотого кирпича, бетон, асфальт, строительные запасные части железные большие. Ну, то есть все, что делается при демонтаже железобетонных конструкций. Совсем недавно депутаты Госдумы предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а также заварить их в старых домах. Данные нововведения должны ускорить проведение мусорной реформы в стране, в том числе в части борьбы с переполненными свалками и перехода к раздельному сбору отходов. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. На станции переливания крови продолжается неделя, посвященная Национальному дню донора в России. Сдать кровь на безвозмездной основе могут граждане старше 18 лет, подходящие по здоровью. О процессе сбора крови и противопоказаниях в материале Марферина Алексеева. За одну смену через кабинет забора крови проходит более 60 доноров. В дни акции более 100. В Якутске на 1000 населения приходится 24 донора. Это неплохие результаты. Николай Константинов – почетный донор. Он безвозмездно сдавал кровь более 50 раз. Обычно так и бывает. Постоянные доноры сдают кровь осознанно, с целью помочь людям в тяжелой ситуации. Я сдал первый раз кровь в 2004 году по просьбе моего друга. У него
мать попала в трудную ситуацию, я начал с 2004 года. Мой отец всегда являлся для меня примером, и он неоднократно тоже сдавал кровь. Он тоже попал в трудную ситуацию, перенес очень сложнейшую операцию, и мне пришлось сдавать кровь и для него. Пытаюсь стать примером для своих детей, для своего сына. Стать донором может каждый человек от 18 лет, не имеющий тяжелых хронических и инфекционных заболеваний, весом не менее 50 килограмм. При себе надо иметь паспорт, СНИЛС, а также реквизит банковской карты для перевода компенсации за питание. За 48 часов до переливания нельзя употреблять алкоголь. За 72 часа не следует пить лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Накануне нужно отказаться от жирной, жареной, острой и копченой пищи. Утром должен быть легкий завтрак, сладкий чай, компот или морс. Постоянные противопоказания – это прежде всего гемотрансмиссивные заболевания, то есть те заболевания, которые могут переноситься с кровью. Это гепатиты, ВИЧ-инфекция, сифилис, также обширные формы туберкулеза. Люди, регулярно сдающие кровь, они меньше болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, меньше болеют гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца. После сдачи крови улучшаются обменные процессы в организме. Кроме того, обновляется кровь. Костный мозг вырабатывает новые клетки крови, то есть происходит обновление всего организма. Стандартная доза забора составляет 450 мл. Перед процедурой доноров осматривает врач-трансфузиолог, производится анализ на гемоглобин и группу крови. Донорам предоставляется справка об освобождении с учебы или работы с сохранением заработной платы за 2 дня. Акция продлится до 21 апреля включительно по адресу Петра Алексеева, 87. Марферина Алексеева, Иван Сорокаумов, Якутск. Крупнейшее лесопромышленное предприятие «Алмаз» готовится к началу строительного сезона. В этом году компания планирует увеличить объем заготовки круглых лесоматериалов до 150 тысяч кубических метров, а объем переработки доведут до 100 тысяч. Как сейчас работает организация и какую продукцию изготавливает, расскажет Светлана Амосова. Одну за другой Сергей Алексеев укладывает доски на станок. В этой сфере он работает уже около 20 лет и знает все тонкости профессии. В первое время был укладчиком, а после получил разряд, и теперь у него есть допуск работы на специальном станке. Сейчас Сергей строгает изделия для панельных домов. Работа нравится тем, что на этом станке можно делать любую продукцию, то есть там очень много изделий выпускается, и мне это нравится. В 2022 году на заводе был завершен первый этап реконструкции предприятия. Благодаря ремонтным работам и приобретению дополнительного оборудования в компании увеличился объем выпускаемой продукции. На сегодня «Алмаз» реализует хвойные пиломатериалы и производит широкий спектр профильных изделий из древесины, тем самым обеспечивая потребности республики. Производство материалов начинается именно отсюда. Сортированный круглый лес проходит по конвейеру через окорочный станок. Затем бревна заезжают в цех и проходят через такой распил. В данном случае получилось из одного леса 6 досок. А это последний этап производства. Отсортированные доски складируются штабелем, а после уже отправляются на продажу. Сейчас активно идет подготовка к началу сезона. С открытием навигации будет большое поступление круглого леса. И тогда в разы увеличатся объемы работы. Увеличивается штат рабочих единиц. Подготавливаемся к сменной работе, без перерыва, то есть без выходных. Также в апреле этого года в ходе совещания о реализации инвестиционных проектов на территории республики под представительством Юрия Трутнева, полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, были вынесены на обсуждение вопросы по модернизации завода в Якутске и расширению лесозаготовки в поселке Вети. Таким образом, с каждым годом лесопромышленное предприятие только развивается и увеличивает объемы производимых изделий. Светлана Амосова, Павел Пахомов, Якутск. Урок мужества, посвященный Дням единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, прошел в Доме юнармии. В мероприятии приняли участие 20 юнармейцев. Также были приглашены ветераны МВД. Организаторы провели интерактивную викторину для воспитанников и показали фильм. Отметим, что подобные мероприятия пройдут во всех образовательных учреждениях по приказу Министерства образования Республики до 23 апреля.
Пригласили на открытый вот урок, значит, поэтому мы сегодня пришли как бы рассказать, поделиться с юной армией, с ребятами о всевозможных патриотических темах и предупреждение, профилактика правонарушений. На данном уроке присутствуют кадеты школы-интернат и юнармейцы города Якутска. Я считаю, что данные уроки должны проводиться регулярно, чтобы молодое поколение помнило об этой страшной истории. А юнармейцы поселка Ленинский готовятся к соревнованиям, приуроченным ко Дню Победы. Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одно из ключевых направлений работы с молодежью в поселке. О том, какая еще деятельность ведется в Ленинском на этом поприще, в следующем материале. В Ленинском патриотизм воспитывается с малых лет. Воспитатели детского сада «Чебурашка» подходят к этому творчески и с любовью. Они воспитывают маленьких граждан через познание прошлого и настоящего страны, родной природы, языка, достижения народа, культуры, традиций, используя разнообразные методы и приемы. Патриотическое воспитание в нашем детском саду строится и решает огромное количество задач. Это и любовь к семье и родному краю. Это уважение к труду и к результатам труда, любовь к нашему поселку, любовь к детскому саду. Пронесут наши воспитанники всю свою жизнь. С детского сада, воспитанные на идеалах добра, честности и смелости, юные жители поселка вырастают в людей, любящих свою родину. Один из них Иван. Еще 3 года назад, когда в поселке стал формироваться отряд юнармейцев, он вступил в него, не задумываясь. Мы посещаем все соревнования и памятные даты, посвященным героям нашего Отечества. Мы учимся владеть оружием 19 века, такие как нагайки, шашки, арапник боевой. Мы стреляли из орудий Победы, из всех видов ППШ, СКС самозарядного карабина Симонова и винтовки Мосина. Караул, построение, маршировка. Юнармейцы отрабатывают команды и доводят до совершенства технику их выполнения. Сейчас идет подготовка к соревнованиям, приуроченным к 9 мая, которые пройдут в поселке Хандыга. Пли! 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 Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего. Цитата Максима Горького как нельзя четко выражает основную идею истории. Сегодня она имеет огромное воспитательное значение и помогает юным гражданам в формировании мировоззрения. Личность, в принципе, строится именно на познании вообще всего, в том числе истории в целом. И мы на уроках истории очень часто об этом говорим. Через свои уроки я детям прививаю те, наверное, основные качества, как вот патриота, что необходимо это знать, ценить и помнить всегда. Вывод, что дети проникаются этими ценностями, можно сделать, видя количество участников местного исторического клуба. Сейчас ребята увлеченно изучают историю Великой Отечественной войны. У каждого государства есть своя история, и если бы ее не было, мы, во-первых, бы не знали, как наше государство вообще развивалось, какие у него были раньше границы, кто им раньше правил. И, думаю, нынешний строй без всех этих изменений, которые произошли в прошлое, всех событий, всех этих войн, то же самое, культура наша бы вообще не сформировалась, ничего бы не было. Патриотизм – это не только любовь к родине. Патриотизм взращивает уважение к окружающим и понимание традиций. Это один из столпов нравственного воспитания, которое является основой для каждого гражданина. Власий Сергеев, Юрий Осипов, Виктор Дьячковский, Сергей Шипачев, поселок Ленинский, Алданский район. В завершение о спорте российские биатлонисты продлили сезон тренировок. Группу спортсменов в Алдан привез заслуженный тренер Юрий Каминский, который на этот раз сам встал на лыжи. За тренировками наблюдал Руслан Павлов. Заслуженного тренера России по лыжным гонкам Юрия Каминского нечасто увидишь стоящего на лыжах. На самом деле поводов несколько. Один из них – лично опробовать новый инвентарь российского производства. Во-первых, надо помобильнее быть, чтобы переехать с одного участка трассы на другой. На лыжах это удобней. И, конечно же, решил немножко сейчас сам подтянуть форму, немножко заняться собой. Ну и лыжи какие-то новые, говорите, да? Лыжи, да, это наши российские лыжи, которые изготавливают в Балабаново. И вот эти новые образцы опытные сейчас пробуем. На этих образцах уже юношеские соревнования всероссийские выиграл парень.
Лыжный сезон в России завершен, а Каминский вновь привез в Алдан группу молодых биатлонистов. Наличие здесь снега позволяет ребятам продлить тренировки и отработать технику. Можно продолжить сезон именно в подготовке, отработать свои какие-то недоработки за сезон, потому что трасса хорошо подготовлена, и есть возможность как-то стать сильнее даже, потому что не все регионы могут позволить себе, то есть в апреле найти снег и покататься, потренироваться. По мнению Юрия Михайловича, пришло время пересмотреть сезонный календарь с учетом российских реалий и возможностей, какие есть в Алдане и других северных регионах страны. Кататься на натуральном снегу до начала мая – уникальная возможность, которую необходимо использовать в полном объеме. Если так вот проанализировать, нам, наверное, сейчас все-таки надо уходить от европейского календаря, который ориентирован на их климатические условия. У нас возможность до мая спокойно проводить соревнования любого масштаба. И такие центры, как Алдан, Петропавловск-Камчатский, Мурманск, они не задействованы вообще сейчас во всероссийских соревнованиях. Естественно, их надо, мне кажется, задействовать. И вот Кубок Багалии сейчас это первая ласточка, я надеюсь, будут следующие. Наличие именитых тренеров и спортсменов сборной страны в зоне досягаемости сразу привлекает внимание начинающих лыжников. Молодежь неизменно хочет фото на память и совет от опытного наставника, который воспитал не один десяток чемпионов. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Оставайтесь с нами.